Здравствуйте! Данный видеоряд будет называться «Всего понемножку». Я на этот раз хотел сопровождать свой видеоряд не титрами, а голосом. Начнем с того, что будем рассматривать старые фотографии. Я люблю смотреть старые фотографии. Они ведь в основном все такие, в основном большинство черно-белые, серые. Мы прошлые судим по черно-белым фотографиям. Как-то вот и нам кажется, что тогда вокруг именно такая серая жизнь была. Да нет, потому что вокруг все было тоже цветное, и небо голубое было такое же, и трава зеленая, и вода журчала так же красиво, и сирень цвела таким же красивым цветом и вкусно пахло. Это снимок нашего дома, который построили родители в 1960 году, а снимок где-то в 70-м году сделан. Вот тополя, которые росли около нашего дома, нам и тогда уже казались такими большими и древними. Так они выглядят сегодня, через 60 лет. Прямо такие исполины вдвоем не обхватишь. Вот так древность уже. А на этой фотографии Уразовка. Именно в такой Уразовку я первый раз самостоятельно приехал из деревни на автобусе. Лошадь, привязанная к одинокой могиле около остановки. Я помню даже, кто был там захоронен. Это Абзал Айбятов. Это фотография 1945 года, года победного. Это класс Рабиа П., известной у нас учительницы, строгой. Я здесь узнаю Рафик Абы Сирень, Анвар Абы Сиддиков Урен, Найля Апа, Махинур Апа. А вы? Кого знаете? Напишите у себя, пока не поздно. Также знаю Ибрагимовы, Козлар Аула. А вот эта фотография 1937 года. Это тоже наша деревня. Это ровесники моих дедушек. Видно, они какую-то работу только что выполнили. Впереди не знает, что через 4 года начнется война. Она будет длиться тоже 4 года. И эта война некоторых заберет безвозвратно. Они не увидят больше родного села. Грустноватая фотография. А вот в углу мальчик, который пытается лезть в кадр. Это ровесник моего отца. А вот на этой фотографии село Уразовка. Так она выглядела в 1933 году. Эту замечательную фотографию сделал Миначев Абдулхай Абы
в начале 60-х годов в сельском клубе села Ключище. Сколько лет прошло с этой поры? Это 80. Это 65 лет. 65 лет. И мы многих узнаем. Эта фотография примерно конца 50-х годов. Это какой-то актив Краснооктябрьского района. Среди этих людей я знаю только одного человека, который сидит в середине в белой рубашке. Это Юсипов Махмуд Сиддекович, который много лет работал председателем колхоза 12 лет октября. Он являлся моим родственником. Его мама Зайнеп и моя бабушка по отцу Зулейха были родными сестрами. А на этом снимке Нижний Новгород, Сормово, вереница рабочих рано утром идут на смену. А посередине улицы видите объекты водоснабжения, то бишь колодцы. Следующие фотографии покажут нам, как выглядели в середине XIX века уездные города Нижегородской губернии. Это перекресток одного из уездных городков. На перекрестке один столб освещения на керосиновой лампе, который предупреждает об опасности. Следующие несколько фотографий – это виды старого Сергача середины XIX века. Как видите, наши прапрапрародители умели строить добротные и уютные дома. Также строили магазины, фабрики. А на ровном месте могли построить такой храм, на удивление всем. Смотрите какой. А теперь пройдемся по деревням Нижегородской губернии XIX века. Ну как? Вид деревни XIX века особенно нас не радует. Они ведь для нас прошлые. Мы сравниваем с нашим сегодняшним днем, а они тогда не с чем сравнивать, потому что они все это принимали как должное, как должное. И были среди них зажиточные, большинство так почти что безнадега. Земельные наделы вроде были у всех. У какой-то семьи больше, у какой-то меньше. Многие семьи не могли обработать свои земельные наделы. Это же не просто так давалось. За эти наделы надо было ежегодно налог платить. И не могли они собрать средств на оплату этих налогов. И тогда у этих товарищей земли временно изымались
в пользу зажиточных крестьян, которые платили за них налоги государству, которые они должны были. Вот это недоимки закрывали. Вот. Эти люди, что им оставалось? Перейти к ним на работу как дешевая рабочая сила. Предыдущая фотография – это изба Тарибджанова. Это село Кадомка Сергачского уезда. Так посмотреть, что мог, сколотил дом, вроде дома. Пусть без дверей, вот, но крыши нет еще, крыши нет. Его давно уже нет, крыши. И не похоже, что скоро будет крыша. Почему так получается все-таки? Ведь если так судить, то достаток человека прежде всего зависит от его знаний, от его кругозора, вот, и от его грамотности. А люди-то были с малыми знаниями, неграмотные, вообще не умели читать, писать. Вот. За свою жизнь они даже ни разу не выходили из своих деревень, не выезжали, никуда не выходили, потому что куда выходить, средств не было, и далеко все было, далеко. Я вот по себе сужу, когда 10 лет было, вот, в то время для нас съездить с Алганы в Разовку или в Сергач было целым событием. Съездить там по ягоды или куда, так просто в Бачи, это далекое поле, где наш свой лесной мир, для нас самый единственный лес для нас. Это мы очень редко, по пальцам одной руки, наверное, можно считать, редко ездили, потому что было далеко. Сейчас-то близко, пожалуйста. А тогда далеко было. А вот на следующей фотографии это дом жителя того же села Кадомки Сергачского уезда. Смотря на этот дом, еще какая-то надежда есть, теплится надежда, что солома над домом, он летом покроет соломой, потому что для этого все у него готово. А соломы нет, чувствуется из-за того, что заготовлено было мало грубых кормов, вот, и их не хватило, а он крышей воспользовался, сдернул с крыши, накормил корове, овцам. Как бы крыша являлась у него аварийным запасом грубых кормов. И скормил до первой зеленки, дотянул, спас скотину. Вот, потому что себя без крыши оставил, а скотину спас, потому что скотина прежде всего. Следующие два снимка тоже деревня Кадомка Сергачского уезда. Это центральная, типа базарная площадь деревни. 1891-92 годы оказались неурожайными. Была страшная засуха. И впоследствии этого в стране была нехватка продовольствия, это мягко говоря. И государство вынуждено было открыть купе с меценатами и в селах, и
деревнях, в городах народные столовые. Следующие фотографии иллюстрируют вот это. Это опять нам знакомая площадь, деревни Кадымка. Деревня Кадымка, полно народа на площади, идет какое-то собрание. Ведет собрание вот такая колоритная фигура вот, с белой бородой. Это волостная старшина. Тогда волостные старшины, которые выбирались через какое-то время и на какой-то срок, и волостные старшины являлись как бы решалами всех вопросов в деревне. Вот. И под старшиной мог оказаться одна деревня, и мог командовать он 2-3 деревнями. Это зависело от количества домовладений в деревне. Наша старшина, мне даже хочется подумать, что это вот именно наша старшина. Наша старшина он был яндовищенский, он жил в Яндовищах. А у старшин были тоже начальники. На следующей фотографии земский начальник 2-го участка Сергачского уезда господин Дмитриев и подчиненные ему волостные старшины. По правой руке стоит как раз наш знакомый уже старшина. А на следующей фотографии земский начальник 4-го участка Сергачского уезда господин Ермолов и подчиненные ему волостные старшины и писарь. У волостных старшин на шее висели жетоны. А чем занимались наши дедушки, наши прадедушки, прапрадедушки? Они выращивали зерно, держали скотину. Край у нас суровый, зимы холодные, а летом лето засушливое, очень часто дефицит влаги. Одним словом, зона рискованного земледелия. Ну, люди трудились, что делать было? Трудились, и труд был почти что 100% ручной. Никаких механизмов. Лошадь, конная тяга, деревянные плуги с металлическими наконечниками, и все. И так в середине 19 века, как луч света в темном царстве, у нас появились ветряные мельницы. В 1850 году у нас было в нашей деревне 10 ветряных мельниц. Есть были некоторые другие деревни, там было еще больше. Я вам потом покажу их. Строительство мельниц было недешевым занятием. Они стоили дорого. Не каждому под силу. Иногда государство субсидировало строительство мельниц. Ну, строились все мельницы только с разрешения государства. Специальные органы вели над этим надзор. Появление мельниц дало возможность крестьянам переработать свой урожай на месте в муку, а торговать мукой было выгоднее. Вот примерно так выглядела ветряная мельница. И такая примерно мельница у нас проработала в колхозе
до конца 60-х годов. Эту мельницу в свое время построил дедушка Умярова Харис Абый. И во время коллективизации он добровольно отдал его в пользу колхоза. Она в колхозе проработала до конца 60-х годов, но последние 20-25 лет она работала не с помощью, не от силы ветра крутил жернова, а там подходил трактор и через вал отбора мощности крутил эти жернова. И эта мельница полностью покрывала потребности колхоза и потребности населения. Прежде чем открыть карту нашей деревни 1850 года, мы сначала рассмотрим современную фотографию. Эту фотографию я сделал с дельталета с высоты 1850 метров. Это часть нашей деревни. Вот вы видите улица Школьная и самую длинную улицу Айсина Алляма. А вот повыше там ведь просматривается и третья улица. Смотрите. Дома, правда, там пока пореже, но эта улица ведь появилась неспроста. В 1850 году наша деревня называлась на старый лад село Ключища. В то время в нашей деревне насчитывалось 316 дворов, и расположились они в 3 ряда. Изучаем дальше. Я надеюсь, мы все дружим географией и давно уже заметили, что в 1850 году, как датируется данная карта, наша деревня располагалась ведь только по левому берегу реки Пар, а на правом берегу конь не валялся. Стада-то, наверное, паслись там, паслись, а домовладений, поселений там еще не было. Село Ключища в 1850 году была короче на целых 940 метров, чем сегодняшняя наша деревня. На 540 метров короче была в сторону Красного Яра и на 400 метров в сторону Салган. В 1850 году в селе Ключища действовали 2 мечети. Когда взял современный Яндекс.Карту и совместил с этой старой картой, и точно прямо пробивается местонахождение сегодня, в каком месте находились эти мечети. Одна мечеть располагалась почти что перед сегодняшней администрацией, где была изба раньше Юнисовых, и где-то сейчас вот деревья растут. Это принадлежали мечети, эти деревья. Вторая мечеть располагалась вот в том третьем ряду. В третьем ряду
где-то, где там тоже дерево растет на этом месте. Я вам его сейчас покажу, фотографии этих деревьев. Это недалеко от участка Ильяса Кабирова. Изучаем дальше. Сегодня все знаете, наверное, где находится Урта-Елга. А раньше как называлось это овраг? Знаете? Овраг, Ярук. Вот где Ахмед и Минхан Хусаиновы соорудили водоем. Сегодня это называется это место Салкан-Кизля. Показать вам? Сейчас покажу, как его обозначали на карте в 1850 году. Вот перед Краснояром есть левый приток реки Пар. А знаете, как она называлась в то время? Река Субой. Теперь вернемся к нашим мельницам. Я же вам обещал показать 10 мельниц у нашей деревни. Мельницы на карте условно обозначены как такие маленькие столбики, и на макушке у них как бы пропеллеры. Вот посчитайте, сколько их в нашей деревне. 10 штук. Это где в сторону, на конце, где в сторону Салган 2 штучки, это в середине 3, и там в сторону Козальяр 5 мельниц. Вот так-то. Теперь посмотрите вот эту фотографию. Вы ее не раз видели на моей страничке. Вот она. Я совершенно недавно разглядел на этой фотографии одну загадку. Я сейчас попытаюсь вам показать. Для этого я увеличу одну деталь на этой фотографии. Ну, теперь вы заметили на заднем плане, на горизонте, силуэты ветряных мельниц. Это в середине села, которые в предыдущих фотографиях на карте обозначены были 3 в середине. 3. Вот они и есть, и на эту фотографию попали. Эти 3 мельницы находились примерно метров 300-350 от пруда за Алгой в сторону Краснояра. Вот если от пруда провести параллельно улице Айсина Али-Аляма луч, где начало пруд, и этот луч будет параллельно в сторону Козальяр. И метров 350 по этой линии пройтись, и там они находились. Находились. В селе Ачка их было больше 30. Посчитайте. А теперь посмотрите, сколько их было в других деревнях. Наслаждайтесь.
А правый берег реки Пары в селе Ключище стали, скорее всего, осваивать после большой земельной реформы 1861 года, частью которого являлась отмена крепостного права. Вот что в конце сказать. Вот я живу, со мной внуки живут, живем, они ложатся спать, я ложусь спать, они просыпаются, и я просыпаюсь вроде. Ну, для них время, кажется, конечно, для них она медленно идет, а мне уже, для меня уже время скачет просто. Ребят, чем дольше живешь, тем век кажется коротким. Наша круглая красивая земля принимала и провожала тысячи поколений наших предков. Для нее это не заржавеет. Так что давайте жить дружно.